Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Община мусульман. В лучшем месяце в году, наполненном благодатью и изобилием, мы совершаем сегодня последняя джума. Когда пост был вменен в обязанность, Всевышний Аллах в Коране про это сказал: считанные дни, что сегодня стало для нас очевидным. Месяц пролетел в мгновение ока. Все ценное скоротечно. Для тех, кто ценил Рамадан, месяц закончился очень быстро. А для тех, кто не ценил его должным образом, месяц был мучительно долгим. Чтобы по-настоящему осознать ценность какого-либо дела, человеку необходимо знать все блага и плоды, которые оно приносит, иметь твердую убежденность в его значимости и ощущать внутреннюю потребность в нем. В эти последние ночи, в которых есть Лейлатуль Кадр, есть возможность заслужить больше награды, чем было заработано до сих пор, или же заработать столько, сколько никогда нигде уже больше не заработаешь. В эти последние ночи, а именно в ночь предопределения, твоя мольба может быть принята Аллахом, и по этой причине твоя земная жизнь может измениться настолько, что для тебя может стать реальностью то, что тебе даже и не снилось в лучших снах. Если ты веришь в это, как ты можешь быть беспечным? В Коране говорится, что в ночь предопределения принимаются все решения. И представь, в то время, когда относительно тебя принимают решение, быть тебе счастливым или несчастным, и ожидают от тебя какую-то инициативу, какую-то заинтересованность в собственном будущем, ты безучастно тратишь свое драгоценное время в каком-то заведении или безмятежно спишь в своей теплой постели. Община мусульман. Как бы старательно человек не подходил к делу, он не может быть уверен, что все сделано именно так, как это угодно Всевышнему Аллаху. Что же говорить о тех, кто не проявляет должного усердия? В силу этого мы обращаемся к Аллаху после фард-намазов с просьбой простить нам ошибки или недостатки, которые мы, вероятно, допустили в своей молитве. Точно так же Аллах предоставляет нам некоторые возможности относительно недостатков и ошибок, допущенных во время поста. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, рассказывал: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обязал выплачивать закатуль фитр, чтобы посредством этого пост очистился от пустых и скверных слов и для того, чтобы накормить бедняков. Кроме прочего, ученые выражают мнение, что фитр также является закатом с физического тела. Благодарны за то, что Аллах милосердно продлил жизнь еще на 1 год, за то, что предопределил дальнейшее пребывание на земле, человек выплачивает закатуль фитр. Поэтому, утверждают они, закатуль фитр распространяется даже на младенцев. Община мусульман. До начала ид-намаза мы обязательно должны выплатить из своего имущества закатуль фитр, чтобы наша милостыня была принята как фитр, иначе это будет всего лишь садака. В наше время, хвала Аллаху, многие, понимая значимость закат аль-фитр, выплачивают его тем, кому она предназначена. Это прекрасно, но многие из нас беспечны по поводу обязательного заката, положение которого является гораздо более строгим, чем фитр, являясь одним из основ ислама. Если на нас распространяется выплата заката, то мы не имеем никаких прав на ту часть имущества, которая подлежит выплате. И эти средства всецело принадлежат беднякам, неимущим, должникам и тем категориям мусульман, которые упоминаются в аятах священного Корана. Если закат не выплачен и остается в нашем имуществе, эти средства подобны гнилому яблоку среди свежих. Одно испорченное яблоко, если его вовремя не убрать, постепенно заражает гнилью и портит все остальные. Точно так же имущество, из которого не был выплачен закат, может стать причиной порчи и утраты бараката во всем остальном капитале. Однако невыплаченный закат может навредить не только имуществу, но также может затронуть и твое здоровье, и здоровье твоих детей, и может затронуть все аспекты жизни и привести к полному и безвозвратному упадку дел. Но еще страшнее то, что в судный день ты вернешься с ношей этого великого греха, сказал Всевышний Аллах: тех, кто копит золото и серебро и не расходует на пути Аллаха,
обрадуй суровым наказанием. Пусть Аллах сделает полезным для нас то, что мы услышали сегодня. Пусть Аллах дарует нам возможность достойно завершить благословенный месяц поста и позволит нам еще не раз встретить Рамадан в нашей жизни.